Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые друзья, всех вас спешу поздравить от всего сердца с наступающим новым 2026 годом. Пусть этот Новый год принесет вам много радости, любви. Пусть этот год будет самым изобильным, а все проблемы останутся в уходящем году. От всего сердца благодарю всех вас, мои дорогие, за то, что вы со мной, за ваше доверие. И, конечно же, обнимаю вас душой, желаю вам всего самого наилучшего. И еще раз с Новым годом, мои хорошие. Ну и давайте с вами посмотрим, каким будет для вас новый 2026 год. Самые главные ключевые события, что запомнится, что жизнь вашу поменяет. Загадайте на себя, пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я же прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе! Красота! Ой, спасибо вам, высшие силы. Спасибо за эту информацию. Я помолюсь, чтобы исполнилось то, что я вижу, потому что мне очень и очень нравится. Мне нравится, что вы на каком-то троне восседаете, а вокруг вас интересные, добрые люди, уважающие вас. Займете свое место. Император либо императрица обретет свой трон. Дорогие женщины, дорогие мужчины, этот год вас прославит. Наступающий год действительно одарит вас достойным местом, достойным, теплым, комфортным местом. У кого-то это может касаться вашего карьерного роста, продвижения в вашем бизнесе, рост вашего статуса. Вы становитесь респектабельным и уважаемым человеком. И вокруг вас уже нет завистников, нет врагов. Остались лишь преданные друзья и самые добрые по отношению к вам люди. Те, кто ценят, те, кто по-настоящему уважают. Занять свой трон, это, я вам скажу, не просто так. Не каждый может, не каждому дано. Но высшие силы вам это обещают. И еще над вашей головой руна. Руна Урус. Эта руна непростая. Она символизирует первобытную, достаточно сильную энергию, выносливость, здоровье, потенциал, жизненную силу. Это, знаете, как будто бы лед, который тает на солнце, дает воду, а благодаря этой воде идет новая жизнь. Видите, буквочка, как на букву П похожа. И она над вашей головой. То есть весь год вы проживете именно символом Урус. Сила, мощь, необузданная, дикая, физическая выносливость, энергия, восстановление, укрепление. Для мужчин очень хорошая руна, но вы поняли о чем. Ну и также символ мощи. Да, это мощь. Слушайте, ну прям интересно. У меня вчера была отливка на воске. Там были другие руны. А здесь в песке я прям не ожидала увидеть именно эту. Ну, не зря вас на троне показали. Не зря показали, что вы теплое место найдете. Если хотите, вы можете эту руну написать на чистом листике бумаги, сложить и с собой, например, носить. Либо в кошелечке, либо в кармане, либо просто нарисуйте ее и оставьте там, где ваши вещи лежат. Она похожа на букву П, но немножечко у нее идет уклон. Посмотрите в интернете, как она пишется. И это ваш талисман на весь год. За это я и благодарила высшие силы.
Честно, я сначала очень удивилась, но с другой стороны, да, ну а как на троне сидеть без такой буквы? Это преобразование вашей жизни, это новая, мощная, сильная энергия. Энергия возрождения, восстановления и получения всего того, что вы заслужили. А заслужили вы быть на троне. Не около трона, а именно восседать на троне, управлять, руководить. Кстати, еще по таким знакам очень часто меняется статус у людей в плане именно личной жизни. Если вы долго, например, встречались, да, были в отношениях как жених и невеста, вы точно женитесь, либо выйдете замуж и станете уже мужем или женой. Хороший знак. Ну, с Божьей помощью, вот еще раз говорю, я помолюсь, чтобы все это исполнилось. Дальше. В 26-м году вас ждут испытания, но не спешите пугаться. Эти испытания, они вам по силам, и вы с ними легко справитесь. Даже испугаться не успеете. Испытаний будет несколько. Не могу сказать вам точное количество, потому что вы все разные. Испытания у вас идут именно в первой половине года. А вторая половина года – это как награды, результаты, отдых, релакс. Знаете, вот надо будет попахать первую половину года, а во второй половине года уже можно расслабиться и наслаждаться жизнью, наслаждаться теми успехами и результатами, которые вы себе заработаете. Но я вижу, что вы такой человек, вы не боитесь работы и за всю работу беретесь. Хороший знак. Испытаний бояться нельзя. Все, что с вами будет происходить, все это испытания, которые вам по плечу. Есть люди, конечно, которые могут немножечко паниковать в таких моментах, но вспоминайте, что вам на троне сидеть. Да? Короли и королевы ничего не боятся. Здесь риск оправдывает себя во всех смыслах этого слова. Дальше у вас две точки, как два узла, два перекрестка. Это какие-то знакомства, влияющие на вашу жизнь, на вашу судьбу. Вот не зря я говорила про личную жизнь. У кого-то идет знакомство с тем самым человеком, с кем вы свяжете всю свою дальнейшую жизнь и судьбу. И этого человека вы точно не пропустите, вы сразу узнаете. Между вами уже есть духовная связь. Когда вы встретитесь, у вас будет энергетическая связь, и мужчина и женщина испытывают одинаковые чувства, как будто бы отзеркаливают друг друга. Да? Вот у вас все одинаково, одинаковые чувства, мысли, действия, желания. Вот все у вас будет одинаково. И еще скажу такую вещь, что у кого-то из вас так и отыграется, что вы за год действительно успеете полностью изменить свою жизнь. В плане того, что вы познакомитесь с судьбоносным человеком, суженым, суженой, и успеете еще и брак заключить. Ну, то есть как-то быстро у вас, да, все это быстро произойдет. Второе знакомство мне больше напоминает нужного человека, либо того, кто больше, выше, старше, кто сможет о вас позаботиться, либо позаботиться как родная мама, как родной отец. Но это новый человек, то есть это не ваши родители. Но проявляются эти люди в отношении вас как родители. То есть забота, ласка, нежность, переживания, действия. Да? Вот эти люди будут вам помогать, с кем вы познакомитесь. Не могу сказать мужчина, женщина, но это уже и не важно. Важно, что человек ваш покровитель. И покровитель, который все лучшее для вас, да, все лучшее вам отдает. Тут не про любовь, разве что как платоническая, да, любовь может быть, но больше про сострадание, про то, что вас будут жалеть, оберегать, и отношение как к ребенку мне идет. Очень хорошая точка, очень хорошая встреча, знакомство. Дальше. Я вижу у вас знак, который говорит о том, что ваше мастерство растет. Опять же, вы все разные. Кто-то работает, и его мастерство вырастет. Возможно, вы будете какие-то курсы заканчивать, возможно, вы будете получать новую квалификацию, что-то сами изучать, там, пробовать, инновации всякие внедрять. А у кого-то отыграется, что вы
хобби какое-то имеете, да, и вам нравится то, что вы делаете для себя, но тут как бы уже выход на новый уровень. То есть вы будете показывать то, что вы делаете, люди будут это оценивать, возможно, вы будете продавать свои работы, возможно, вы как-то будете монетизировать. Ну, о вас будут говорить. И говорить о вас будут как о мастере. И очень много людей захочет у вас учиться. Очень многие захотят, ну, как-то рядом с вами быть, да, чтобы хотя бы немножко подсмотреть, как вы там что делаете. Запрос на то, чтобы вы обучали, либо подсказывали, либо как-то наставляли, помогали. Ну и мастером. Вас называют мастером. Нет для вас другого слова, только лишь мастер есть. И мастерство растет. Это не просто слова, да, не просто люди увидели, восхитились. Нет, ваше мастерство, оно действительно вырастет, очень сильно вырастет. И вот мне еще идет, что вы в своем мастерстве какими-то нестандартными путями идете. Вот как что-то такое придумаете, да, до чего-то такого додумаетесь, что другим не по силу, что другие повторить не могут, что будет действительно прорывом, такой вот инновацией, прорывом, креативом. И, возможно, да, вас будут не только люди говорить, но и будут, не знаю, звать вас на подкасты, будут про вас писать где-то в интернете, в газете, не знаю, в новостях покажут в конце концов. Вы как самородок, вы обретаете грани, как бриллиант, да, оттачиваете свое мастерство и превращаетесь в такой яркий, красивый, многогранный бриллиант, да, сияете, просто сияете. Если вы долго чем-то занимались, и люди об этом не знали, либо не обращали внимания, то это действительно прорыв. О вас узнают все. Вот прям все узнают. И все будут одобрять и восхищаться. Ну, потому что такое мастерство, его нельзя игнорировать и нельзя относиться спокойно. И еще, мои хорошие, фундамент выстраивать начнете. Фундамент — это серьезно. У кого-то действительно будет стройка. Строить что-то свое, строить свой бизнес, строить свой дом, строить отношения тоже может быть. И фундамент вы такой прям капитальный делаете, такой, чтобы прям на века был. Много лишней работы, физической, либо мыслей, много лишних каких-то суеты, много, но оно того стоит. То, что будет построено на этом фундаменте, простоит веками. Мне именно так идет. Ну, вы больше не хотите ошибок, вы больше не хотите работать, а потом впустую, чтобы все уходило. Да? Теперь у вас все будет очень стабильно и фундаментально. Дальше я вижу, что вы решаете свою проблему. Но решение, оно непростое. Здесь без удачи никуда не деться, да, не обойтись. Чуть-чуть удачи и, ну вот смотрите, где-то 20% удачи, а 80% это ваша работа. То, чего вы так сильно хотите, ну вот решить проблему, либо чего-то добиться, что-то получить, вы это сделаете. Вы это сделаете. И также я вижу, что вы не только вот себе, да, что-то обретаете для себя хорошее, там, решаете свою проблему, либо чего-то добиваетесь, но и еще для каких-то людей попутно вы тоже что-то делаете, вы им тоже помогаете. Либо благодаря вам, то, что вы добились, и эти люди получат. Ну, такой прям серьезный знак. Но вы решите, вы добьетесь, и то, что вам желанно, оно у вас в руках будет. В виде, например, какой-то справки, документа, может быть, корочка об окончании образования, может быть, это решение суда, может, еще что-то, да, вы это получите. 20% удачи вам свыше обещано, а все остальное — это ваш труд. Ну, вы не ждете удачу, вы привыкли рассчитывать на себя, это правильно, но небеса вам в этом помогут, они как-то ускорят события. Да? Удача заключается в том, что события ускоряются, и люди, которые вот решают, на вас уже как-то, знаете, в положительном ключе смотрят, да, положительно вас рассматривают, не цепляются к вам и не создают вам лишних трудностей. Дальше. Какое-то важное официальное письмо вы должны получить. Это письмо для вас как письмо счастья. Это как огромная птица с невероятно длинными крыльями.
Письмо вы получите где-то вот к весне, наверное, весной пахнет цветами, теплом, да, вот где-то весна мне идет. И это письмо решает вашу судьбу, либо диктует ваше будущее. То есть вы буквально до весны стоите на распутье, вы не знаете, что будет дальше. Куда вперед, назад, вправо, влево, оставаться, уезжать, переезжать, что мне делать, вы не знаете, вы немножко маетесь этим. Но когда придет это письмо, вы четко будете понимать, что вас ждет. И вы начнете строить свою жизнь. Да? Вот прям собирать все, что вам необходимо, и выстраивать то, что вы видите для себя, считаете лучшим. Очень важное письмо, и это письмо прямо настроение вам поднимет, и уверенность в себе придет, и вы поймете, что все возможно. Вообще вы как-то поймете, что вас небеса любят. Может, вы молиться будете, да, чтобы это письмо пришло, либо чтобы решилась эта вот вся тягомутина. И да, вот прямо у вас такое, что небеса меня любят, небеса меня берегут, небеса мне помогают. Хороший знак. Также, мои хорошие, я вижу человека, который долго как-то себя либо неправильно вел, либо долго отсутствовал в вашей жизни. Может быть, очень долго у вас с этим человеком ничего не получалось. Там конфликты были, либо недопонимание постоянное шло. Я вижу со стороны этого человека, будет дано вам слово, вот я все исправлю, я все изменю, либо я стану другим, я буду исправляться. Вы сначала не поверите, либо очень скептически отнесетесь, но в процессе вы увидите, что да, человек меняется, и меняется в угоду вам. Буквально все то, что вы там просили, надеялись, молились, оно происходит. Человек берется за голову, человек понимает, что он стоит буквально вот на краю пропасти. И еще такой маленький шажок, и все, ты уже летишь головой вниз. Человек не хочет падать, человек хочет быть рядом с вами. У кого вот треугольник, например, да, любовный треугольник, человек будет все исправлять, что наделал, что допустил, например, да, такую ситуацию. И если вот вы уже семья, и постоянные были ссоры в семье, конфликты были в семье, то меняется человек, себя меняет. Боится вас потерять, он не может вас потерять, осознает вашу ценность. И опять же, любовь есть, да, любовь. Хороший на самом деле знак. Вот еще мне идет информация о том, что далеко, например, человек от вас, и вы никак не могли вместе быть там, по разным причинам. И человек пойдет на все, лишь бы приблизиться к вам, лишь бы вот к вам приехать, да, либо вас перетащить к себе, почему бы и нет. Действительно слова не расходятся с действиями, либо даже действия как-то будут опережать слова. Вы будете очень приятно удивлены, и то, что вы считали невозможным, как раз-таки с вами и происходит. Дальше, мои хорошие, я вижу у вас ракету. Ракета — это прям серьезный знак, это знак прорыва, как ни крути, но в этой ракете вы как будто бы не одна и не один, а с кем-то, там несколько человек. И все вместе вы вот прорываетесь, куда-то вперед летите. С левой стороны это то, что вы не думаете и не планируете, это то, что придет само по судьбе. Добиться, пробиться, реализоваться, что-то осуществить. Прям серьезное, да, послание по ракете. Мечты, желания, хотелки, тут что угодно может отыграться. У ракеты очень скоростной режим, да, она очень быстро летит и долетает очень высоко, куда другие люди забраться не могут. Вы как будто бы в числе этих избранных, да, кому повезло, и вы попали в эту ракету. Не могу даже предположить, с чем связано, но с чем-то очень и очень серьезным. Такой сильный знак. Дальше жираф показан. Чего-то вам придется долго ждать, но оно того стоит. У жирафа маленькое тело, но очень, смотрите, длинная шея. Жираф с правой стороны. Как вас перед фактом поставят, да, что нужно очень и очень долго ждать. Вы не расстраивайтесь и знайте, что время на вашей стороне.
Чем дольше вы ждете, тем лучший результат, тем больший результат, эффектней, интересней. Да? Вам придется чего-то долго ждать. Но оно случится, оно 100% случится. И чем дольше ждете, тем и лучше для вас. Также я вижу какую-то незабываемую поездку для вас в какое-то новое место. Вы там еще никогда в своей жизни не были. Может быть, это путешествие в другой город, в другую страну. Может быть, какой-то отдых, да, на каком-то экзотическом острове. Но вот куда-то вы поедете. Очень много классных эмоций. И эта поездка буквально исцеляет вашу душу. Какие-то переживания, стрессы, депрессия. Это все уходит. Да? Исцеление души показано. Вот вы поедете туда немножко грустной, либо грустным, а вернетесь очень счастливым и улыбчивым человеком. Вот прям исцелит. Природа исцелит, атмосфера исцелит. Что-то вас исцелит. И еще я вижу, что вы переживете какие-то события фатальные для других людей. Вы просто будете это видеть и наблюдать. На ваших глазах как будто бы в разных сторонах люди падают, на землю падают. Стоял человек, либо шел человек, потом бац и упал. Вам будет не по себе, потому что, да, вы подумаете, что вдруг со мной такое приключится. Нет, с вами такое не произойдет. Я не могу сказать, может, это какие-то проблемы, может, это какие-то болезни, может, еще что-то. Но рядом с вами будут люди падать, но вы не упадете, вы не должны бояться. Вы должны доверять высшим силам и знать, что вас берегут. Вас это не коснется. А как вы можете упасть, если вам на троне сидеть? Нет, конечно, не упадете вы. Даже и думать об этом не стоит. Дальше. Какое-то очень важное приобретение у вас будет. Что-то очень такое серьезное вы купите, что денег много стоит, что сейчас себе не думаете и не представляете. Там то ли возможность у вас появится, то ли потребность возникнет. А средства у вас будут. Да, средства будут, и вы можете купить, приобрести. Сами себе как-то будете удивляться, что надо же, неужели я себе это купила, либо неужели у нас это появилось, потому что в семью что-то будет куплено. Дальше, мои хорошие, здесь показано, что то, что разъединило двух людей, то и заново объединит. Возможно, ссора, возможно, вражда, возможно, еще что-то, да, не сошлись во мнении. Что-то у вас, тема какая-то, причина, да, была, почему вы разошлись. Я вижу, что ситуация, возможно, повторится, причем повторится, может, один в один, но теперь вы не поссоритесь, вы, наоборот, объединитесь. То, что вас раньше рассорило, то вас и помирит. И это примирение, оно действительно очень важное. Сейчас скажу почему. Потому что вам не хватало того человека, с кем вы поссорились, а тому человеку было очень туго и плохо без вас. И это хороший повод, хороший случай, как будто бы сама судьба дружбу вам возвращает, либо хорошие, добрые отношения возвращает. Да, все очень будет происходить резко. У вас в отсыпке очень много знаков, которые показывают на неожиданность и очень резкий момент. Вы как будто бы не готовы. Вы каждый раз не готовы, и вы в шоке от того, что это все происходит. Вы не совсем понимаете, как реагировать. В принципе, тут понятно, да, год огненной красной лошади, он такой и есть, да, все резко происходит, резко меняется. Лошадь, она быстрая, она не любит застоев, она в движении постоянно находится. И у вас так. Все барьеры берет, да, испытания проходит, барьеры перепрыгивает, пропасти перелетает. И у вас так весь год. Скучать вы точно не будете. Помяните мое слово. Очень интенсивный, интересный год, который вы буквально проживете как будто бы на одном дыхании. Но и результаты очень яркие, очень такие необычные. И то, чего вы для себя и не ждали, и не просили, вы буквально обретаете с легкостью на раз, два, три. Еще я вижу, что вы как-то по-другому будете себя транслировать людям. Если раньше вы были немножечко замкнутым, отстраненным человеком, скромным человеком,
даже каким-то не очень общительным, да, у вас такой небольшой был круг общения, то Новый год, 26-й, он как будто бы вот громкость включает у вас, да, вас будет слышно, вас будет видно, у вас много встреч, у вас много знакомств, у вас новые люди, интересные люди, вы больше не стесняетесь, вы говорите, ну вот как есть, да, если вам кто-то не нравится, вы этому человеку так и говорите: ты мне не нравишься, да, нечего ко мне подходить и не надо со мной общаться. А если вам кто-то нравится, вы говорите обратно, вы говорите: вы мне очень нравитесь, я хочу с вами общаться. И это прям действительно меняет, разительно меняет то, что было до, и то, что сейчас будет происходить в новом году. Многие вас прям узнавать перестанут, ну в хорошем смысле слова, да, очень много комплиментов, восхищенных каких-то слов в вашу сторону, да, это вот идет мне. Мои хорошие, мне очень нравится то, что я вижу. Знаков не так много, но все очень замечательные. Вот ни одного плохого знака нет. Ни одного. Вот, ну, вот я рассматриваю еще раз, вот внимательно рассматриваю, и я не вижу здесь плохих знаков. Просто не вижу. Кстати, еще один знак, про который я не сказала. У вас в руках кастрюля, из которой дым идет. Это очень хороший знак сытой, довольной жизни. Либо то, что вы задумали, у вас случится самым лучшим образом. Из кастрюли дым идет, то есть вы кашу сварите, вы заварите это дело, вы сварите кашу, и дымок от нее идет. И вы в руках держите, вы никому не даете, да, никому не доверяете, полагаетесь только на себя и правильно делаете. Это очень хороший знак, и у вас точно все получится. Мои хорошие, на этом у меня все. Я еще раз говорю, я за вас обязательно помолюсь, чтобы все, что я увидела, вот это хорошее, доброе, положительное, обязательно усилилось и исполнилось в вашей жизни. Всем спасибо за внимание. Еще раз с Новым годом. Всем пока-пока.